спасибо. Ну, и вот поэтому я вас очень прошу, ну хоть сегодня, ну не приставайте ко мне, а? Ну, пожалуйста. Ну, а сейчас, извините, у меня очень много дел. Каких? Домашних. День рождения у него. Подумаешь, крокодил Гена. А нас даже не пригласил. Да испугался, подлый трус. Ну ничего. Сейчас мы ему устроим такой день рождения. Сейчас мы его будем поздравлять. Поздравлять? Ну, для чего? Для смеха. Иди сюда. Телефон. Алло. Алло, Леопольдушка. Здравствуй, мой голубчик. Здравствуйте. А кто А это? что, вы меня не узнали? Нет. Это я, ваша тетя. Какая тетя? Тетя Мотя. Забыл, негодник. А кто тебя маленького на ручках-то носил? Кто тебя молочком из сосенки-то парил? Тетя, вы уж простите меня, я вас так плохо помню. Я, наверное, был очень маленький. Ой, маленький, пушистый, полосатый. Прямо тигр. Какой тигр? Как карликовый, но такой хорошенький. Так хотелось взять тебя на ручки. И за души. Задуши в объятиях, мой дорогой. Но не в этом дело. Я вспомнила, что у тебя день рождения и решила поздравить. Я желаю тебе, чтобы ты был большим, сильным, ловким, чтобы ты мог забраться на самое высокое дерево И шмякнуться оттуда вверх тормашками. Какие глупые шутки. Сам ты глупый. Молодец. Дай-ка, я тоже кое-что придумал. Алло? Алло, ты кто? Это я, Леопольд. Лёпа, здорово, это я, Геша. Помнишь? Мы с тобой на помойке познакомились. Геша, вы что-то путаете, я на помойке не бываю. Брезгуешь? Загордился. Старых друзей не признаешь. Ну ничего, я не такой. Я тут вспомнил, что у тебя сегодня день рождения и решил поздравить. Скажи, ты сосиски любишь? Люблю. Ну вот, значит, угодил. Подарю тебе сосиску в целлофане. Только поделим ее по-братски. Я съем сосиску, а весь целлофан тебе, чтоб ты им подарился. Приятного аппетита. Да что же это за безобразие такое? Ну, это просто хулиганство. Теперь давай, ну, подарочек плед. Давай! Тащи дом. Давай. Да куда? Вот тот бисквитный с кремом, вот этому году ни за что. Тащи, говорю. У меня идея. Идея? О, сюда. О. Ты что делаешь? Ты зачем торт табаком посыпаешь? Молчи, серость. Я делаю чихательный торт.
звонят. Тут вам посылочка пришла. Ой, как приятно. Ох, вам приятно, мне тяжело ее к вам на второй этаж-то нести. Будьте любезны, спуститесь, пожалуйста, а то очень я старенький стал. Да вы не беспокойтесь, дедушка, конечно же спущусь. Ну, спасибо. Удачи тебе с праздником. Спасибо огромное. Скукорязник. Давай! Приятного аппетита. Мило. Дорогому Леопольду день рождения от друзей. Какие скромные друзья, даже и не назвали себя. Что же это такое? Ребята, да ведь это же торт! Как я люблю торт! Вот, ну никто не любит торт так, как я. Сейчас возьму и попробую. Но хотя, с другой стороны, чего же я буду есть-то его один? Нет, я лучше подожду до вечера. Вкусные вещи лучше всего есть вместе с друзьями. Какой торт зря испортили! А говорил, сейчас будем смеяться! Сейчас будем смеяться! Где? Спокойно, мыша! Сейчас будем смеяться. У меня еще есть подарочек. Называется сюрприз. Ну пойду! Ой! Ой, целую тонну весит. О, все. Дяденька! Ники мяч! Она закатился! Какой мяч? А вон тот оранжевый с полосочкой! А, ну держите, ребята. Сейчас как. Ай! Ой! Да, ребята, ну что же это за мяч? Ну что ж вы туда положили? Что там внутри? Булыжники! Вот что! Обманули дурака, пусть теперь болит нога. Обманули дурака, пусть теперь болит нога. Обманули дурака. Ребята, но ведь это же очень больно. Это ведь так обидно. Ведь сегодня такой день. Ребята, кто из вас любит животных? Поднимите руки. Как хорошо, что вы все такие добрые. Поплачьте со мной вместе, пожалуйста. Я просто слышал, что когда кто-то тебе сочувствует, становится легче. 3, 4. А почему, я никак не пойму, почему невезение такое? Пожалейте меня и поплачьте, друзья, коллективно поплачьте со мною. Ой, ой-ой-ой, аюшки, ой, ой, ой-ой-ой.
мужей не вспоминаю. И про то, как они мне хвост отрывали, я не вспоминаю. И про то, как они усы во сне бантиком завязали, да я даже и не помню. И про то, как они надо мной издевались, мучили меня. Насмехались. Бедный я несчастный котик, как же мне плохо. Да, кому тут плохо, а? Кому тебе плохо, да? Нет. Кому? Ему плохо, да? Да. Котик милый, вам плохо? Мне плохо. Так, сейчас мы вас будем обследовать. Больной, выходите, не стесняйтесь. Так. На что жалуемся, больной? На мышей. Раз. Они совершенно измучили мой организм. Знаете, вот так слышалось гораздо лучше. Так. Так. Давайте, дышите. Не дышите. Не дышите, не дышите. Не дышите, говорю. Так на что, говорите, жалуемся-то? На мышей. Мышите. Давайте, мышите. Ладно, не мышите. Так, больной. Знаете, прямо ноги вместе поставить. Ладно. Так руки вперед вытяните. О! Да. Зубы покажи. Да. Первый случай в моей практике. Всегда мыши дрожат от котов, а тут наоборот. Послушайте, больной, а вы не пробовали с этими мышами как-нибудь серьезно поговорить, там, припугнуть или врезать им? Вот. А? Я бы с радостью, доктор. А как это врезать? Да, тяжелый случай. Вы знаете, я подозреваю у вас воспаление доброты. Да, так, сейчас проверим. Сейчас. Скажите мне, больной, имеется ли у вас в наличии такой агрегат, как велосипед? Велосипед есть. Отлично! Вот представьте себе, что кто там, а вот, допустим, он взял ваш велосипед. Ой. На огромной скорости разбил его в лепешку, а потом эту лепешку принес вам. Вот. Что вы ему скажете? Ну, наверное, я подбегу к нему, подниму его и скажу: дружочек, ты не ушибся? Нет, дружочек не ушибся. Дружочек, между прочим, врезался на вашем красном велосипеде. Вот в такой вот здоровенный вот дуб. Ой, а дуб не пострадал? Нет, дуб не пострадал. Ну, в конце концов, чего вас волнует дуб, а? Лучше волнуйтесь о своем велосипеде. Доктор, на велосипеде-то что волноваться? Он ведь железный, я сдам его на металлолом. А дуб, он живой. Ну, а тому, кто разбил ваш велосипед, вот, смотрите, сидит, радуется. Вы что, ничего не скажете, а? Ну, а что ему надо сказать? Что? Он вообще не умел кататься, а сел, между прочим, на ваш красный велосипед. Он не умел кататься. Вообще! Он не умел кататься. Полный ноль. Ну, так я прямо сейчас его и научу. Мальчик, иди сюда. Замри! Фу, по-моему, мне нужно принять успокоительные капли. Ой, кончились. Так, ладно. Ладно, больной, отомрите. Давайте оставим в покое этот велосипед. Да? Давайте возьмем с вами какой-нибудь другой пример. Так. О! Вот скажите мне, вот это вот что? А это доктор Тот. Да. Мне подарили
уносит его. Уносит! Ну что вы стоите? Ну сделайте же что-нибудь, а? Ну? Уважаемый, вы, вероятно, ошиблись. Это мой торт. Был твой, стал мой. Сегодня его весь скушаю. Очень, значит, сладенькое люблю. Ну если вы так любите сладкое, ну ешьте на здоровье. Только не забудьте поставить его в холодильник, потому что крем испортится. Стоп! Да что же это такое? Это торт. Да я понял, что это торт! Какой-то храм, значит, ваш торт, а вы желаете ему здоровья. Ну разве так надо поступать? Как? Нужно взять, подойти вот так, смело, решительно, взять за грудки и сказать: а ну немедленно поставь торт на место! Иначе я из тебя прямую котлету сделаю! Вам ясно? Ясно. Повторите. Можно. Не ушибитесь. Ой, Ну, вот что. Уважаемый, нельзя начинать со сладкого. А если вы так хотите, я вам сейчас приготовлю отбивную котлету. замри! Все вдруг стало ясно. Больной отомри. Вы знаете, больной, вы знаете, что у вас общий добротит центральной нервной системы. Вы же совершенно не умеете сердиться. Да, доктор, я не умею. Ну не унывайте, дорогой мой. Благо, сейчас век высоких технологий и медицина шагнула далеко вперед и может вам таки помочь. Да? Вот. Сейчас, подожди. Не то. Вот. Замечательное новое лекарство. Азверин! Азверин? Да? А почему такое страшное название? Что вы, ничего страшного. Как только вас кто-нибудь обижает, вы принимаете одну таблеточку и тут же звереете. Навсегда? Ну что вы, ну конечно же нет. Всего лишь на пару минут, чтобы наказать обидчиков. А потом, если вы захотите, вы снова станете добрым. Ну, берите. Ребята! Брать, не брать? Конечно, брать, доктор плохого не посоветует. Всего хорошего, давайте, выздоравливайте. Так. Ладно. Вы не против, я отобедаю, да? Спасибо. Смотри. Уважаемые дети, Леопольд достоин наказания. И сейчас над ним состоится высший суд. На ваш выбор. Кулаком, пинком или рогаткой. Чем? Спасибо. Спасибо, мальчик. Ну что? Получай. Деньги сказали? Надо. Рогаткой. Ребята, вы меня опять обидели, да? Забор пошей домой, успеем
дымом шерсть, хвост трубой, на дороге у меня нет стой. Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей. Дымом шерсть, хвост трубой, на дороге у меня нет стой. Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей. Ребята! А кто все это сделал? Никогда больше не приму этот зверин! Да что же я наделал? Ай, лучше все будет так, как было прежде. Что же я наделал? Зверел совсем. Хищник полосатый. Чего это с ним? А? Он же это, баблеточку скушал. Вот, баблеточку съедаешь и сразу озверенело. Озверюшкиваешься! Точно, да. Вот ты сейчас кто? Я? Мышонок. Ну, то-то и оно. А приняла зверин, и ты уже... Лев! Крокодила! Носорога! А где же его взять? Кота? Это зверин. А где Некрасный убил? Значит, нам нужен... Доктора нам! Доктора! Помогите! Помогите! Доктора! Тут опять плохо, а? Ну что жалуешь? На кота! Замучили нас! Прохода-то не дает! Мы ему. Ну, Здравствуйте. здрасте, ну. Добрый день. Ну. Как настроение, как дела? Отлично, А он да. пинки, кулаки, рогатка. Короче говоря, доктор, мы такие добрые, нам срочно нужно прописание зверин. Зверин, Да, вам да. сколько? Миллион пачек. Так одну, доктор. Помогите. Так. Сейчас мы проверим, какие вы добрые. Ну, давайте Чего? проверим. Конечно. Давайте. Вы сыр любите? С хлебом? Да. А с сыром? Понятно. Любим. Отлично, а вот вам сыр. С хлебом. Делите его, как подсказывает вам ваше доброе сердце. Давай, делите. Я понял. Ешь, дорогой друг. Вот, да. Нет, ты ешь. Ты такой маленький. Тебе надо питаться. Нет, ты такой худенький. Тебе надо потолстеть. Кушай давай. Да ладно, ешь. Ешь, питайся на здоровье. Что ж ты? Доктора. О. А где сыр? Где У кого? ты съешь? А? Сам сожрал? Вот он, ваш сын! Обманул! Да? А где ваша доброта, а? Где? Не ищите. Все равно вы ее не найдете. Ее у вас нет. Никакого зверина я вам не дам. Вам нужно учиться доброте у кота Леопольда 3 раза в день, ясно?
Ну? А еще доктор. Милый друг, а что это у вас вот такое? Можно? Кубик. Можно мне, пожалуйста, на минуточку? Конечно. Да. Берите. Спасибо. И играйте сколько хотите. Я как только держу этот кубик, я прям забываю обо всем на свете. А зверин? Да. Да он все равно ничего не слышит. До свидания, Степа. Вот, получилось, односторонно получилось, ребята. А где ребята-то? О, вы представляете, пропало. Пропало новое лекарство. Отшибин. Пропало. Доктор, Да. хорошо, что вы здесь. Я ведь совершенно забыл пригласить вас на свой день рождения. Всевышний у вас? У вас что, день рождения Всевышний? Где я-то я? Напугали. Ой, я буду, непременно буду. А чем вы так взволнованы? Представляете, пропало совершенно новое лекарство. Отшибин, он отшибает память. Отшибин? Да? Никогда про такое не слышал. Ну что вы, вот представьте, что вам нужно идти к зубному врачу. Вот видите, вам страшно. А принимаете отшибин, память отшибает, и идете к врачу как на праздник. Что самое хорошее, память потом возвращается, и вы все прекрасно помните. Это замечательное лекарство. Да, вот только где оно? Пойду дома ищу. Не забудьте, я вас жду сегодня в гости вечером. Хорошо, я буду. Непременно буду. Давай, который Степа ищет нас зверин. У нас в руках! Давай. А ты ничего не перепутал? Это точно зверин? Ну, на коробке же написано. Я-то читать не умею. А я тоже неграмотный. Давай-ка спросим у ребятишек. Давай. Ребятки, чего здесь написано? Спасибо, я так и думал. Как примем его, отшибем коту всякую охоту с нами связываться. Точно, голова. Давай, съедим. Давай погнем. Ответ для верности. Давай. Моя голова. Простите, вы кто? Извините, хотелось бы задать аналогичный вопрос вашей персоне. Кто вы? Мадам, а может быть месье? Я этот... Мышонок. Странно. Вы знаете, по-моему, я тоже мышонок. Нет, это ведь и хвост у меня один. А вы где живете? В норе, в конуре. И я там же. Великолепно. Странно. Почему-то я вас раньше не видел. Вы знаете, ваша персона мне тоже совершенно не знакома. А вот это вот кто? По-моему, это кот. Дорогой друг, Уважаемый. юноша, вы нас слышите? Простите, это вы мне? Ва! Выходите. Будем играть в кошки-мышки. Да. Мы очень, очень хотим с вами подружиться. Да. Вы хотите со мной? Конечно. Ребят, ну это здорово.
ничего не помнишь. А вот эту песню помнишь? Я весь день сижу на крутом бережку. Бережку, вы хотите ее спеть? Да. Ну хорошо. Я весь день сижу 3-4. Я весь день сижу на крутом бережку, надо мной плывут в небе облака. Села жмурится море Леопольда. Весело плещется вокруг берега. Ну, Ребята, ну вы все напутали, ну там же не такие слова. да ты сам ничего не помнишь. Ты лучше играй, а мы будем Петь. А что играть? А все песни подряд. Мы все помним. Ура! Прилетит к нам волшебник в голубом пылесосе и бесплатно посмотрит кино. Спросим, чей день рождения. Заберет все печенье, из печенья мучится в окно. А пока карусельные лошадки, облака, белокрылые мышатки, что кричите вы? Колокола. Есть хотите вы? Да-да-да. Чудо-чайник весело живет, он не ходит в школу круглый год. Чудо-чайник лучший ученик, съел на праздник с двойками дневник. Чудо-остров, чудо днем не будет просто. Прилетели, как лихоня, прилетели, сел за это, все терпели, чудо-чайник. Трап-та-та, вывезем с собой кота, чижика собаку, лысую макаку, попугая кашалота и шербеста вентилота. Из полей несет собак полей, крокодил за ним бежит вышел. Подвали в кроссовках Адидас. Крокодил ворот, ишь так, и так, Так наверняка покорет нам молока и, конечно, пригласит на день рождения. Много песен мы споем, и ни строчки не соврем, то, что значит память всем на удивление. Много песен мы споем, и ни строчки не соврем, то, что значит память всем на удивление. Ой, Спасибо. ой, вот это спели. Ребята, ну вы все же напутали. Но получилось так смешно и забавно, что даже не стал вас останавливать. Знаете что? У меня есть дома торт. Подарок от совершенно незнакомых друзей. Великолепно. Вы меня подождите, а я сейчас его вынесу. Какой милый, симпатичный котик. Торт, это же мое любимое блюдо. Я не верю. А как его зовут? Ребят, как его зовут? Леопольд. Имя такое красивое. Ребята, вот этот торт. Вы можете пока себе брать по кусочку, а я побегу в дом за самоваром. Вы уж простите, что не зову вас сюда. У меня там бабушка делает генеральную уборку. Какой? Гениальную! Это понятно. Какой восхитительный. Слушай, где-то я этот торт уже видел. Ну где ты его мог видеть? Это же подарок от совершенно незнакомых друзей. Мыша, давай лучше съедим с тобой по кусочку. Давай. Тебе с кремом, а мне поменьше. Можно? 3, 4.
память отшибает. Я откуда знал? Я что, доктор, что ли, а? Хорошо, что еще хоть память быстро вернулась. А то могли бы на всю жизнь дурачками остаться. Ну теперь-то мы снова эти умные. По тортам дежурные. Вот ты, умник, скажи-ка своему начальнику, где ты теперь зверин доставать будешь? Так все просто. Да не знаю я. Ну только кому зверин дал? Кому? Кому? Леопольду? Но! Леопольду? Ну подожди, где он теперь? Кто, Леопольд? Не Леопольд, а зверин! Ой, Леопольд! Да, молодец! Поумнее мышки будешь. Соображать надо. Серость. Ты знаешь кто? Ты бледность белопузая, вот так вот. Что? Бледность. Что? Белопузая бледность. Ну подожди. Дай только до зверина добраться. Я тебе покажу, где мышки-то зимуют. А я сейчас без всякого зверина как? Ой, все, не надо, не надо. Спасите, признаю ничью. Ладно, так и быть, мир. Только скажи, как мы теперь до зверина доберемся? А мы в кошачью квартиру проберемся. И доберемся. А как проберемся? Знаем как. Но не протреплемся. Я понял, Капут. И, наконец,
Заниматься надо будет неохота. Не успевать ходить за хлебом, помнить и варить компот. Одному такое дело не осилить за год. Без бабушки, не испечь оладушки, котлеты пережарятся, свернется молоко. А с бабушкой все сразу станет вкусненьким. Живет зато не весело и дышится легко. Работа ты домашняя работа, заниматься нам тобою неохота. Погонять гуляешь футбольные с книжкой уберечь, но работы много, помня надо бабушку уберечь. Без бабушки, не испечь оладушки, котлеты пережарятся, свернется молоко. А с бабушкой все сразу станет вкусненьким. Живет зато не весело и дышится легко. Успеваешь и на все попадает рук. Без бабушки, не испечь оладушки, котлеты пережарятся, свернется молоко. А с бабушкой все сразу станет вкусненьким. Живет зато не весело и дышится легко. Почему работать мешаете? Хребет
квартире нашей сестры посуды слышат звон, и стол торжественный накрыт на несколько персон. И в ожидании их друзей на кухне все кипит. Ведь знаю все, что у гостей хороший аппетит, ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. Дорогой Леопольд, с днем рождения! Спасибо огромное. Очень рад, да, очень, крайне рад. Значит так, сегодня я осматривал двух мышах, твоих соседей. Так вот, они мне не очень понравились. Но зато их подарок понравился мне таким очень. В общем, это тюбик. Да, это кубик Рубика, ваш дорогой мой. Ой, доктор, такое огромное спасибо. Я ведь так давно мечтал о нем. Я рад. Подарки любит
Козел! Что такое, а? Что такое? Милый козлик. Да-да-да. Вы знаете, только что совершилось открытие прямо на ваших вот вторых глазах. Вы знаете, что сие существо — это не поросенок. Это мой мышонок! Не отдам он, да, не отдам! А ты никакая не плюшка! Как же вам не стыдно, обманщики? Пока он не видит, убирайтесь отсюда, по добру, по здорову. Убирайтесь, вот! Подумаешь, Вон! напугали. Свобода качалки! Извозчик, трогай! Прощай! Прощай! О, да. Скажите, нехорошо получилось, да? Да. Что, ребята, все готово? Можно идти к столу? Где же свиньи? Дело в том, что эти свинки оказались... Оказали, что эти свинки забыли дома выключить утюг. Им срочно пришлось бежать домой. Ну, они просили вам передать вам вот такой большой вот пламенный привет. Спасибо огромное. Ну, а теперь прошу к столу. Нет, прежде чем мы пройдем к столу, я бы хотел поздравить вас с днем рождения. Ну, вы меня уже поздравили, можно и... Нет, это я вас поздравил от своего имени. А теперь буду поздравлять вас от имени ваших друзей. Вот, смотрите, сколько их у вас. Зато даже еще больше. Да. Ребята, подпеваем мне на 3-4. Сегодня в день рождения мой славный юбилей. Принес я поздравления от имени друзей. Здесь ребята знают, что добрейший год, а в этом громко лаются памяти коров. Что значит, дорогой? Друзья всегда с тобой. Леопольд, не бойся никого. Будь здоров, прости, большой и не будь лапшой. Будь здоров, прости, большой и не будь лапшой. Свиряпый насекомый известен твой талант. Тем хорошо знакомый знал твой его бывал. И где-то на такого чудесный этот день с утра поют коровы окрестных деревень. Что значит милый год? Му. И нашим молоком Леопольд, не обижай твой пол. Будь здоров, прости, большой и не будь лапшой. Будь здоров, прости, большой и не будь лапшой. Ты очень уважаешь больших и малышей, как тени распускаешь на птиц и на мышей. За слабых заступиться, как будто излишних слов, а ночью печут птицы на сотни голосов. Чики-чики-чики, чик-чик.
антибрюхин. Ой, нет! Только не уходи! Именно против. Ой, как больно было! Вот, стойте здесь. Давай. Уважаемый Леопольд, все, что мы делали для тебя плохого, мы делали из-за того, что боялись просто подойти к тебе и сказать по-честному: будь нашим другом. Я прошу, прости нас. Прости, Леопольд! А? Ребята, простите. Ну ладно, у нас же сегодня праздник, так и быть. Ладно, так и быть, я вас прощаю. Прощаешь? Конечно. Спасибо, Спасибо. Леопольд! Вы великодушны. О! Ребята, стойте, а ну аккуратно. Так неожиданно все в один день свалилось на наши машинные головы. Нас еще никто никогда не приглашал за такой великолепный праздничный стол. Нам тоже можно, да? Да. Ну, значит, я вас сегодня буду первым приглашать. Прошу вас. Спасибо! Леопольд! Какой красивый! Спасибо, Господи! Ну, ребята, скажите мне, когда мы чувствуем себя особенно хорошо? Когда смотрим мультики? Нет, когда мы гуляем на свежем воздухе. Когда ходим в гости. Леопольд! Да. Спасибо огромное, но это все правильно. Но я считаю, что мы чувствуем себя особенно хорошо, когда рядом с нами друзья. Вы согласны? Ну, а теперь давайте по традиции погасим свечи на этом праздничном торте. 3, 4. Не гасится. Наверное, из-за колхоза. Видимо, без наших друзей и зрительного зала у нас ничего не получится. Не получится. Ребята, вы готовы сдунуть? На 3, 4 сдунем? 3, 4. Позабудем все, что было. Я давно сказать хотел, что на драку потратить силу нам она нужна для добрых дел. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Я не трусь, скажу вам честно, просто я считаю так. На земле огромной хватит места для мышей, для кошек и собак. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.